Прием граждан в режиме видеоконференц-связи провел Михаил Михайловский. С просьбой помочь в строительстве футбольного поля обратился житель Нового Реданта. Вы говорите про коронавирус, про профилактику, но элементарная вода проточная должна быть у детей. Носить маски и соблюдать дистанцию, просит Роспотребнадзор. Как соблюдают меры предосторожности в общественных местах? Питание детей должно быть сбалансированным, рациональным. Новые стандарты по организации горячего питания, теория и практика. Работники школьных столовых проходят курсы повышения квалификации. Нами было принято решение о посадке именно белой акации, потому что белая акация выделяется как деревом, которое выделяет много кислорода и также является медоносным деревом. Восстановить легкие планеты после пожаров и прочих катаклизмов. Такую задачу перед собой ставят участники акции «Сохраним лес». Эта конструкция на самом деле сложная геометрическая задача. Правильно выстроенный гномон бросает тень на циферблат и показывает время. Новое изобретение ингушского кулибина. Илья Сбеков сконструировал солнечные часы для расчета времени намаза. Покажем, как они работают. На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. В Пятигорске состоялась рабочая встреча главы Ингушетии и полномочного представителя президента России в СКФО. Юрий Чайка и Махмуд Али Калиматов обсудили вопросы социально-экономического и общественно-политического развития региона. В частности, связанные с ходом выполнения приоритетных национальных проектов. Глава региона проинформировал полпреда об инвестпроектах, которые реализуются и планируются к реализации в Ингушетии. Также на встрече детально рассмотрели санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике. Юрий Чайка нацелил руководство региона на актуализацию и принятие дополнительных мер, направленных на профилактику распространения коронавируса. Начальник управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций Михаил Михайловский провел прием граждан в режиме видеоконференц-связи. Рассмотрены адресованные главе государства обращения из разных регионов. В их числе сообщения жителя Ингушетии Насрудина Хамхоева с просьбой об оказании содействия в строительстве футбольного поля в сельском поселении Новый Редант. Принимавший в заседании участие зампред республики Тимур Фаттахов сообщил, что этот вопрос уже проработан правительством региона. По его словам, кроме указанного объекта, летом 2021 года подобное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками появится и в Малгобеке. Напомню, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на строительство спортивных объектов в 3 регионах – в Ингушетии, Мордовии и Воронежской области. Суммарно на эти цели субъекты получат более 173 миллионов рублей. Отметку в 51 миллион превысило число случаев заражения COVID-19 в мире. В первой тройке стран антирейтинга с 5 миллионами заболевших США, Индия и Бразилия. В России за все время выявлено более 1 миллиона 830 тысяч случаев. За сутки 19 581. В регионе число выявленных больных коронавирусом 8047. За сутки зарегистрировано еще 68 случаев. Статистика заболевания зависит от отношения к мерам защиты. Обезопасить себя и своих близких от ковид на самом деле несложно. Носить маску и перчатки, соблюдать дистанцию под силу каждому. Но до сих пор немало тех, кто пренебрегает элементарными мерами. Нарушители выявляют специалисты Роспотребнадзора. С такой безответственностью борются штрафами. Репортаж Михаила Тангиева. В магазинах, в торговых центрах, без разницы, в общественном месте уже должны носить маски. Медицинская маска, выходя из дома, должна стать неотъемлемым атрибутом для каждого, напоминают сотрудники Роспотребнадзора. Туда же относят перчатки и антисептик, без которых не начинается ни одна пара в политехническом колледже. Ясмина Арсамакова учится на 3-м курсе и мечтает стать хорошим специалистом, поэтому строго следует правилам безопасности.
Каждый день с утра до начала пары нам мастер с утра, предупреждает, что в масках обязательно и в перчатках тоже. И дезинфицировать и парты, и столы, и стулья. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют учебные аудитории. Учащиеся и преподаватели в полной мере соблюдают масочный режим. А на столах, как и положено, дезинфицирующие средства. Впрочем, такая картина радует специалистов недолго. Очень скоро комиссия фиксирует нарушения. Нет условий для соблюдения личной гигиены. Почему в кабинетах не идет вода, а в санузле она идет? Там трубы сломались, поэтому... Давно сломались? Это в конце августа. И с того времени здесь ни ремонта, ничего не проводилось. Вы говорите про коронавирус, про профилактику, но элементарная вода проточная должна быть у детей, чтобы они могли мыть руки. В колледже уверяют, что студенты не допускаются в СУС без масок, и с ними ведется постоянная беседа по профилактике COVID-19. В то же время обещают, что все недочеты устранят в ближайшее время. Сегодня мы, обязательно переговорим с руководителем, проведем совещание еще раз. Так как молодежь, сами понимаете, не все подчиняются, не все прислушиваются, да, можно сказать. Каждый себя считает здоровым. Но будем устранять все это, естественно. То, что сегодня сделали те замечания, это было сделано правильно. Где-то нам не в наших силах, это можно так сказать. Но будем устранять. Мы их пригласили сегодня на вечер. Будет составлен административный материал и будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Срок дадим для устранения этих нарушений. По истечению этого срока в обязательном порядке мы проведем повторную проверку. Если нарушения не будут устранены, соответственно, будет составлен материал и передан в судебные органы. Средства защиты должны быть везде и у всех, особенно в местах массового скопления людей. Проверка продолжается уже на торговых точках по улице Московская. При виде участников рейда продавцы спешат надеть маску. А какой смысл, если это далеко не единственные нарушения? А за посетителей тоже вы ответственность несете. Если вы запускаете сюда без масок, уже мы будем вас штрафовать. Повесьте объявление. Без масок не обслуживаем, не заходить, соблюдать 1,5 метра дистанцию. Обязательно антисептик, чтобы здесь что-то вы деньги передавали, да? Поставьте здесь на видном месте, чтобы это все стояло. На видном месте. Такое поведение – это халатное отношение к своему и чужому здоровью, отмечают специалисты. Больше всего их удивляет тот факт, что хозяев не раз предупреждали о важности соблюдения карантинных мер. Но, как видно, не все вняли призывом Роспотребнадзора. Люди проинформированы, знают, что необходимо носить маски. Но не хотят на сегодняшний день некоторые личности надевать эти маски, носить и соблюдать эти требования. В отношении таких лиц мы уже будем предпринимать уже меры административного воздействия, привлекать их к дисциплинарным взысканиям или штрафам, выдавать им предписания, давать им сроки на устранение. Специалисты предупреждают, самых злостных нарушителей ждет наказание рублем. На сегодняшний день в медучреждении республики госпитализировано более 450 пациентов, зараженных COVID-19. 53 человека лежат в реанимации на грани жизни и смерти. Исправить ситуацию можно только если все начнут следовать элементарным правилам безопасности, считают специалисты. Впредь такие рейды будут проводиться во всех населенных пунктах региона до конца этого года. Михаил Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Работники школьных столовых проходят курсы повышения квалификации. Их обучают новым стандартам по организации горячего питания. Дополнительные знания в этом деле получат более 60 работников пищеблоков Ингушетии. По итогам обучения участники сдадут экзамен, продемонстрируют свои умения на практике. Насколько улучшится качество питания школьников, узнала Амина Бокова. Вместо кухни и плиты – школьный класс и лектор. Курсы повышения квалификации для работников школьных столовых начинают с теории. Прежде чем приступить к мастер-классам, необходимо разобрать во всех деталях новые стандарты и требования к качеству продуктов, правила раздачи, сроки и условия хранения блюд и множество других нюансов. Вся программа состоит, это техника безопасности на рабочем месте, охрана труда, составление меню,
технологических карт. Необходимость в курсах повышения профессиональных навыков школьных поваров появилась в связи с законом о горячем питании, который вступил в силу с 1 сентября этого года. Документ официально закрепил понятие «здоровое питание» и его принципы при организации детского питания. Согласно новым требованиям, школы также должны учитывать состояние здоровья каждого ребенка при составлении меню. Питание детей должно быть сбалансированным, рациональным. Должны быть обязательно в детском питании должны салаты, бутерброды. Оно должно быть сбалансированным. Это восполнение организма новыми клетками, энергией. Ася Дудургова работает в сфере общественного питания более 30 лет. 15 из них женщина проработала в 4-й школе Карабулака, где и трудится по сей день. Новые правила, считает повар, пойдут только на пользу ребятам и улучшат качество работы пищеблоков в учебных заведениях. Естественно, когда родители сдавали деньги, были такие недоразумения, что-то их устраивало, что-то их не устраивало. Мы старались, но, конечно, сейчас изменилось в лучшую сторону. У нас меню, нам Минобразование выдает меню на 10 дней. У меня 5-дневка, у некоторых 6-дневка. Утром у нас бывают молочные каши, хлеб, масло, сыр, чай. На завтрак бывает. Чередуем. Один день яйцо с сыром. Вот это вот бывает чередование. А так ежедневно у нас идет, в обед идет, чередуем мы как рыба, мясо, курица, паштеты. Рацион школьников прежде всего должен состоять из здоровой сбалансированной пищи, восполнять дневную норму белков, жиров и углеводов. Чтобы соблюсти все пропорции, на помощь поварам приходит технологическая карта приготовления блюд, работу с которой изучают на профессиональных курсах. Технологическая карта, вот эти меню, бракераж, вот это что он ищет, да, мы же до сих пор же с звуком лил мечтают, у нас были же только буфеты. Теоретическая часть обучения на сегодня завершена. Следующий урок – практика. По итогам обучения работники сдадут демонстративный экзамен, на котором покажут свои умения на практике. Амина Бокова, Магомед Белакеев, Новости 24. Правительство России приняло новые меры поддержки классных руководителей. В соответствии с постановлением учителя будут получать вознаграждение в размере 5000 рублей. Эти выплаты также будут полагаться и педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. К примеру, МИД, МЧС, Минтранс и Минкультуры. При этом все ранее установленные надбавки тоже сохраняются. Восстановить легкие планеты после пожаров и прочих катаклизмов. Такую задачу перед собой ставят экологи и волонтеры-активисты. В регионе проходит второй этап всероссийской акции «Сохраним лес». Она входит в национальный проект «Экология». На этот раз участники высадили 250 саженцев белой акации в Новорязанском лесничестве. Там побывала Тамара Хашагульгова. Выкопать лунку, посадить саженец, придавить грунт. У лесников никогда еще не было так много учеников. Весь необходимый инвентарь, а это лопаты, ведра, перчатки и даже резиновые сапоги выдают здесь же. Единственное, что требуется от участников – желание работать. В числе добровольцев и новоиспеченные волонтеры-экологи. Рамзан Зангеев мечтает через несколько лет прогуляться здесь по лесу, который сам же высадил. Это дерево за сегодня у него уже 9-е. Каждый из нас должен быть неравнодушен, прежде всего, к экологии нашего края. Если относиться к этому вот так вот безответственно, то я считаю, что рано или поздно мы схватимся за голову, а потом уже последствия будут настолько глобальные, что проблемы коснутся всех. Второй этап всероссийской акции «Сохраним лес» стартовал в Новорязанском лесничестве. Специалисты говорят, если сделать все правильно, деревце приживется на 90%. Тем более, что октябрь и ноябрь – самое подходящее для этого время. Третья декада октября и начало ноября для именно нашего региона – это самые благоприятные именно в плане лесотехнических условий время года. И вот сейчас мы занимаемся чем? Вот у нас была весенняя посадка, там, где вот у нас саженцы не прижились, мы производим подсадку. Акция «Сохраним лес», у нас порядка 3000 саженцев будет посажено на территории республики, в разных участковых лесничествах, на территории Новорязанского лесничества и на территории Сурженского. Еще молодые, высотой всего полметра. Их и не заметишь на фоне других могучих деревьев. Но именно с них начнется новая история леса. Конечно, если соблюсти все нюансы при посадке. Сантиметр сажается дерево.
каждое дерево. Вот что самое главное? Посадил, когда посадил, его надо плотно утрамбовать. Если возможность здесь полить, сразу надо и полить, чтобы не осталось воздуха в корневой системе. Если воздуха не будет, то она проживет лучше. «Сохраним лес» – это часть нацпроекта «Экология». Акция с говорящим названием стартовала по всей стране еще в августе, а Ингушетия присоединилась к ней в октябре. Тогда посадили 300 саженцев, а сегодня еще 250. Кстати, цифра символичная. Акцию приурочили к 250-летию единения Ингушетии с Россией. Дело в том, что было обращение общества пчеловодов к главе республики о том, что в республике находится мало медоносных деревьев. И в этой связи нами было принято решение о посадке именно белой акации, потому что белая акация выделяется как деревом, которое выделяет много кислорода и также является медоносным деревом. Именно сажаем белую акацию. Заботиться и переживать о молодом лесе будут местные лесничие. Цель – высадить 40 миллионов деревьев по всей стране. В Ингушетии цифра скромнее – 3000. Кстати, принять участие в акции может любой желающий. Для этого достаточно зайти на сайт акции, выбрать регион и ближайшую площадку. Тамара Хшагульгова, Асхат Белакиев, Новости 24. Более 80 административных нарушений антимонопольного законодательства на общую сумму в 300 тысяч рублей. В региональном УФАС подвели итоги работы за год. Там прошел брифинг на тему, кто и каким образом подвергается административному наказанию и что грозит за картельные сговоры. На встречу пригласили региональных журналистов, в их числе был и Зелимхан Калуев. Ингушским УФАС России в этом году по фактам заключения прямых договоров вынесено 17 постановлений на общую сумму 850 тысяч рублей. Антимонопольное ведомство разделило нарушения на 3 важных пункта: заключение прямых контрактов, антиконкурентных соглашений и злоупотребление доминирующим положением. Конкуренция не всегда бывает добросовестной. Некоторые используют свое превосходство, другие вводят в заблуждение. И это просто так никому с рук не сойдет, говорят специалисты. Правонарушение, следствие, цифры. Кто и как подвергается административному наказанию за нарушение антимонопольного законодательства. На брифинг много гостей приглашать не стали из соображений безопасности. В большинстве своем участники региональные журналисты. Руководитель Ингушского управления ФАС делится итогами проделанной работы. Больше всего нарушений в сфере здравоохранения. Экс-замминистра признан виновным в более чем 80 административных нарушениях на общую сумму более 300 тысяч рублей. И это в основном из-за нарушений в части закупочной документации, контрактов на поставку лекарств. Также были выявлены такие факты, когда закупалась медицинская мебель. То есть это все планово было, но они решили в обход законодательства по максимальной цене заключить напрямую эту сделку. При заключении этих прямых контрактов очень сложно. Сам заказчик ставит себя в основном в топтан, потому что там высокие цены, допустим, на маски на 50-60 рублей поднимались там за штуку. Вот сейчас им очень сложно объяснить, почему такая сумма была выплачена за эту же маску. Хотя, если бы они провели бы торги на торгах, они уже это могли бы очень легко объяснить. Там 2, 3, 4 участника было, никто ниже не предлагал, соответственно, это была на тот период рыночная цена именно этой маски. Немало нарушений за год выявлено и в области антиконкурентных соглашений. Хозяйствующим субъектам и должностным лицам выписано 5 постановлений на сумму более 19 миллионов рублей. Простыми словами, неконкурентные соглашения – это когда участники отказываются от соперничества друг с другом на каких-то условиях или же создают другим препятствия для внедрения в рынок. Во-первых, это картельный сговор. Ввиду того, что у нас было неконкурентное соглашение, в прошлом году это анонсировали, дело по реабилитации Сунжинского пруда. Там был сговор выявлен на 118 миллионов, самый контракт был заключен. В прошлом году? Да, в прошлом году. Штрафы уже в этом году были наложены. На одну из компаний 11 миллионов 120 тысяч рублей. И на вторую компанию больше 7 миллионов рублей штрафы были наложены. Более 200 дел рассмотрено за незаконный захват земельных участков за последние несколько лет. В числе самых громких захват Бурбарс, древнее городище, датируемое 5-8 веками нашей эры в селении Яндери. На эту информацию сотрудники Ингушского УФАС наткнулись в сети интернет и незамедлительно предприняли меры. Никто это земельный участок официально никому не передавал, тем более он не был продан каким-то образом, потому что если он был бы продан, он должен был быть продан через торги, а торгов там не было, это однозначно.
Поэтому получилось, что это самозахват. И мы ответы получили с Министерства имущественных отношений, вот есть Росимущество, в принципе, потому что не их к ним относится, о том, что это незаконный самозахват был. И это физлицо просто пришло и начал строить свой дом, свой обороты и так далее незаконно. Но вследствие чего ему было выдано предписание органами самоуправления о том, что он должен покинуть эту территорию и ликвидировать тот ущерб, который он нанес этому месту. И таких дел ежегодно антимонопольная служба рассматривает очень много. Управление призвано охранять честную конкуренцию, бороться против монополии, выявлять картельные сговоры и проверять рекламу на достоверность и добросовестность. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24. Детей и молодежь приглашают на второй международный конкурс многожанровой культуры народов «Палитра культур». Организатор – Фонд поддержки родных языков. В конкурсе различные номинации, начиная с изобразительных, хореографических, вокальных искусств и заканчивая презентацией проектной работы «На моем языке говорили». Прием работ продлится до 25 января 2021 года. Место проведения конкурса – интернет-площадка upredkov.ru. Победителей объявят в феврале. Новое изобретение ингушского кулибина Ильяс Беков сконструировал солнечные часы для расчета времени намаза. Эту идею учитель математики Кантышевской школы перенял у арабского ученого и сейчас считается результатом эволюции его творений. Будучи человеком, увлеченным точными науками, секреты древнего мастерства Ильяс воплощает в жизнь умело. О работе сложной и полезной конструкции репортаж Зелимхана Калоева. Это первые солнечные часы в России, по которым можно определить точное время двух молитв – полуденной и послеполуденной. Эта конструкция на самом деле сложная геометрическая задача. Правильно выстроенный гномон бросает тень на циферблат и показывает время. Узнать время можно только по точным географическим координатам конкретного места. Этот механизм учитель математики первой Кантышевской школы построил за несколько дней. Саму идею Ильяс Беков взял у арабского ученого, который в XIV веке создал солнечные часы. Вот эта тень через полчаса совместится с линией точного зенита, да? С линией точного зенита. И как только эта тень перевалит, то есть перейдет эту линию, да, наступает время полуденной молитвы. Сегодня это, как мы сказали, в 11:50. В 11:50 тень перейдет эту линию. Далее, показателем послеполуденной молитвы у нас является кончик уже гномона чуть поменьше. Он вертикальный, как видите, да? То есть согласно тому, что написано в книгах по фикху, по определению времен молитв. Естественно, весь этот проект делался сотрудничая, советуясь с нашими алимами, то есть в частности с нашим имамом Зурабовым Хамзатом. Так вот, кончик тени должен дойти во время послеполуденной молитвы до этой линии. Эта линия является показателем времени послеполуденной молитвы. Новый арт-объект очень полезен для прихожан мечети. Отныне не нужно гадать и спорить, во сколько же начинается время намаза. Солнечные часы при мечети – это не новшество, а тысячелетняя традиция, от которой в веке 21 многие давно отошли. Цуган де тезер шершке сар низ дед лам сар хах цалам зет алишат. Цар дяч те пары муш дед ал цалам сар дед ор залам зе мала хан цар шей замок хаджа де не малха бухтрик булж хам цапастан бар хеш хара. Вай замгам сыгл рахаш тангама. Из мелхар сахт вали цоз мелхар сахт вадед ухшқейки жолам ханж وهذا جو أزعنا ناخا قت الدو سخارت عدواتك سن دال شنو سن تعبك أصحاب السليل داشتي بإزر الشركة بوسبنا ليل داشتي بدل دايتش. Это уже третьи солнечные часы, построенные ингушским математиком. Первый он сконструировал несколько лет назад в Кантышевской школе номер 1, затем и на площади Алания в Магайсе. У математика есть свой макет с проекцией небосвода, которую он создал благодаря лазерным технологиям. Узнать время можно по тени. Немаловажную роль играет и географическое положение. Устанавливается вертикальный шест, вокруг него чертится окружность. Эту окружность до полудня и после полудня тень от этого шеста пересекает. Отмечаем точки пересечения, соединяем их линией
И от основания шеста проводим значит, перпендикулярно прямую к нашей хорде полученной. Эта прямая будет указывать на точный 100% север. То есть таким образом я использовал геометрический метод определения линии зенита, астрономический, то есть полностью, чтобы никаких ошибок не было. Московское время, по сути, искусственное, чтобы людям легче было жить и ориентироваться. А вот солнечные часы показывают свое частное и абсолютно верное время на каждой точке Земли. Чтобы продемонстрировать людям наглядно разницу, Илья Асбеков составил для прихожан график уравнения времени. Посмотрим 5 октября на разницу между значит, московским, кстати, оно отстает туда, да? Время московское отстает. 5 сентября оно представляет из себя 16,5 минут. Значит, московское время отстает от показания солнечных часов на 16,5 минут. Однако нужно добавить также коррекцию долготы. То есть это 1,5 минуты. Мы отстоим от основного меридиана на вот таком расстоянии, на расстоянии 1,5 минуты. Математик скромничает и говорит, что солнечные часы – это результат общих усилий. Если бы не поддержка со стороны, построить их было бы нелегко. Я хочу поблагодарить в первую очередь нашего имама Зурабова Хамзата. Первый он согласился, дал разрешение сконструировать эти солнечные часы при мечети. И в лице имама благодарю всех прихожан мечети, которые также помогали, поскольку кто помогал финансами, кто помогал технически. То есть можно сказать, что сотни человек, то есть 100 человек сконструировали солнечные часы. Илья Асбеков не просто учитель математики. Он увлекается полезными науками и не так давно написал алгебраический трактат и книгу о флаге Ингушетии, которую в скором времени должен презентовать широкой общественности. В ней автор математическим расчетом изучил главные символы региона и составил инструкцию черчения, привел факты и важные замечания. Я обнаружил, что у флага Республики Ингушетия отсутствует инструкция черчения, что привело к произволу в изображении солярного знака. И год стараний привел к тому, что я написал наконец-таки инструкцию черчения ингушского флага и попробовал вписать в численные пропорции этого флага историю, очень важные даты истории ингушского народа. За время работы в школе он участвовал в многочисленных конкурсах в сфере образования. У него есть звание «Учитель года Ингушетии». Своим примером педагог показывает, что можно развивать себя в разных науках, точно так же, как и находить новые грани в привычной для нас алгебре, геометрии и астрономии. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Адам Аушев. Новости 24. Сбербанк больше не банк. Вернее, не только банк. Компания провела ребрендинг и представила новые сервисы, большинство из них с приставкой «Сбер». Они предлагают современные услуги клиентам. В эти дни Сбербанк проводит акцию «Зеленый день», приуроченный ко дню рождения организации. Девиз по традиции «Самый выгодный день в году». О скидках и предложениях Хава Гагиева. Представленный в сентябре зонтичный бренд «Сбер Тепло» встречен клиентами Ингушетии. Вселенная сервисов, с помощью которых можно решать каждодневные задачи. Например, заказать доставку продуктов и товаров первой необходимости в Сбермаркет и посмотреть новинки в онлайн-кинотеатре «Ока», отправить посылку через Сберлогистику. Свое 179-летие Сбер отметит онлайн-подарками для клиентов, сотрудников и партнеров. Самый выгодный день в году или «Зеленый день» состоится 11 и 12 ноября для частных клиентов и с 11 по 17 ноября для корпоративных клиентов. В этот день можно получить скидку до 20% на квартиры по всей стране и оформить потребительский кредит. Сбер теперь больше, чем банк. Бизнес также может получать у нас определенные услуги. Это услуги юриста, аутсорсинг бухгалтерии, открыть счет онлайн, обслуживание счетов и там всякие различные услуги для бизнеса. Кроме того, интересные предложения приготовили такие компании и сервисы и экосистемы, как Delivery Club, Сверхздоровье, Работа.ру, Сбермобайл, 2GIS, Сбербанк страхование и ОКО. Приложение максимально удобное, потому что где бы я ни находилась, в дороге, дома, я могу бесплатно смотреть фильмы, сериалы. И что интересно, взяли у меня за это только 1 рубль, а подписка на весь год. И как мы можем видеть, здесь у нас вот каталог, комедии, боевики, фантастика, драмы. В общем, все, что, как говорится, на любой вкус и цвет фильма и мультфильмы здесь имеются. Успейте воспользоваться подарками от Сбера 11 и 12 ноября. Для представителей бизнеса акции продлятся до 17 ноября. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.
В регионе наградили победителей и участников флешмобов, приуроченных ко Дню народного единства. 40 ребят-победителей и призеров в 3 номинациях отметили грамотами и дипломами. Организаторы – региональное правительство, Минкультуры и Госфилармония имени Хамхоева. На церемонии присутствовала Дана Плиева. Праздник для детей и их родителей. Сказочные персонажи, а также солисты Госфилармонии радуют маленьких зрителей танцами и песнями. В зале чествуют победителей и призеров конкурса, объявленного перед Днем народного единства. На эту тематику определили несколько номинаций: лучший рисунок, стихи и песни. Первое место во 2-й номинации получила Исалима Гандарова. Школьница посвятила свои стихи всем народам, проживающим в многонациональной России. Живут в России разные народы с давних пор. Одним тайга по нраву, другим степной простор. Одним милее осень, другим милее весна. А Родина, Россия, у нас у всех одна. Слышишь песенку ручья, это Родина твоя. Слышишь голос соловья, это Родина твоя. Руки матери твоей, звон дождей и шум ветвей. И лесу смородина, это тоже Родина. Организаторы конкурса Минкульта и правительство региона совместно с Госфилармонией. На конкурс было заявлено около 80 работ во всех номинациях. Из них отобрали 40 лучших. Из-за эпидобстановки флешмоб проходил в онлайн-формате на сайте Госфилармонии. Мы понимаем, что психологически немножко дети у нас зажаты, они в массе этого не могут делать в силу каких-то определенных обстоятельств. Это боязнь сцены, боязнь зрителя. Но мы дали такую очень хорошую возможность дома, в уюте, в кругу семьи радовать своим творчеством наших жителей. Задача конкурса – помочь детям раскрыть свои таланты и продемонстрировать их широкой публике. Организаторы планируют проводить такие тематические флешмобы как можно чаще. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. Детская футбольная команда из Малгобека победила на межрегиональном чемпионате, проходившем в Моздоке. На пути к золоту Ангушту противостояли Алания, Эльбрус и Дербент. 6 матчей, 5 побед и 1 ничья. Таков итог участия малгобекской команды в ежегодном турнире. Что мотивировало игроков, узнал наш корреспондент. Все готовы сегодня тренироваться? Да. Так, сегодня с мячами поработаем, на пас поиграем, удары по воротам сделаем и в конце футбол поиграем. Повторишь? Да. Все, давай, все побежали. Слова напутствия от наставника, и тренировка начинается. Амин Ганиев, как и другие воспитанники спортивной школы, отрабатывает тактические приемы уже на домашнем поле. 10-летний нападающий команды «Ангуш» со всем составом недавно вернулся из Моздока. Они выиграли золото на межрегиональном турнире по футболу. Ползащита что голос есть разную, что нормально изерс. Самых голях концерт ползащита тунде. Алла Спартак Алания. Расскажи про этот гол. Алла страна есть. Атаки же голях есть. Эшк подкатерс. Тактичер титя голях крас. Свою первую игру наша команда провела с Владикавказской Аланией, обыграв оппонентов с разгромным счетом 8-2. Далее сыграли в ничью с Эльбрусом из Нальчика. Следует отметить, что в третьи и последующие соревновательные дни воспитанники Ангушта показали пример бескомпромиссного противостояния, обыграв еще несколько команд с огромным отрывом. Играй, Алисхан! Решающий финальный поединок на футбольном поле. Подопечные Халита Балаева сыграли со сверстниками из Дербента. Итог встречи 6-3 в пользу Ангушта. Один из отличившихся авторов забитого мяча – игрок под номером 15. Алисхан Гаракоев, 11-летний нападающий, проявил себя на чужой половине поля почти в каждом матче, чем и завоевал внимание судей. Он удостоился и специального приза. Алисхана признали лучшим игроком турнира. Ты готовился вообще к турниру, расскажи. Я разминку делал, и я готовился. Короче, я разминку делал, и я подготовился к турниру. Больше голов надо забить. Самый чубомудрит, значит. Это самый чубомудрит, который забивал, чтобы больше голов в турнире. А сколько голов ты забил? 17.
6 матчей, 5 побед и 1 ничья. Таков итог участия «Ангушта» в ежегодном межрегиональном турнире по футболу «Золотая осень». В чем успех яркого выступления ребят, как удалось добиться такого результата и заметно отличиться среди всех команд из разных регионов СКФО, рассказывает тренер Халид Балаев. Мы к этому турниру подготавливались уже с января месяца. Он должен пройти в марте, но из-за пандемии у нас не получилось туда поехать, перенесли на октябрь. Вот мы с тех пор тренируемся. В маленьком возрасте дети лучше воспринимают, лучше понимают. И у меня есть больше времени с ними работать, чем они приходят 10 лет, 12 лет. Главное не победа, а участие. Как выяснилось, с такой формулировкой ребята были не согласны изначально. Футбольный триумф на чужом поле вдохновляет их на новые спортивные достижения. Им не терпится принять участие в новых турнирах. Хава Газикова, Адам Мережков, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.